История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день. В эфире программа «Идентичность». В ней мы говорим с государственными, гражданскими, военными, религиозными и культурными деятелями Беларуси о белорусской национальной идее. У микрофона Арсений Ермолович. У этого выпуска не совсем обычный формат. Обычно мы приглашаем гостя, эксперта в той или иной области и задаем ему вопросы по интересующей нас теме. Эту же передачу можно отнести к разряду из подслушанного. Недавно в Минске Falcon Club Бутик Кино прошла пресс-конференция по случаю предстоящего международного кинофестиваля «Листопад». На ней представили внеконкурсные секции фестиваля, а также программы национального конкурса и индустриальной платформы. После всех объявлений журналист, представившийся как Тарас из издания «Белорусский журналист», задал вопрос, который поднял небольшую, но довольно эмоциональную дискуссию по поводу того, какое кино является национальным. На вопрос журналиста ответили первый заместитель министра культуры Наталья Корчевская и директор программы игрового кино, по совместительству директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Листопадик» Игорь Сукманов. Идентичность. Вопрос по поводу фильма, о котором уже была ремарка. Это картина 1986. Она вызывает, по-моему, очень большие вопросы в том плане, что дирекция понимает в целом под белорусским кино. Потому что я просматривал саму программу на других фестивалях, где этот фильм был представлен. Он везде фигурирует почему-то как немецкий. У вас он заявлен как немецко-белорусский. Почему, если снимает режиссер немец по немецкому сценарию, с немецкой съемочной группой, за немецкие деньги, этот фильм называется все-таки белорусским? Не кажется ли вам, что размывается в целом критерии белорусского кино? И не стоит ли все-таки дирекции фестиваля как-то программно обозначить, что можно называть белорусским кино? Потому что, честно говоря, после сегодняшнего вот оглашения я уже сам теряю, что можно называть белорусским кино, а что им не является, допустим. Не как представитель дирекции, тем не менее. Попробую ответить вам как искусствовед. Вы можете назвать четкие критерии, например, белорусской книги? Насколько я знаю, этот вопрос дискуссионный. И относительно этого фильма отборочной комиссии национального конкурса велись споры. И было предложено, тем не менее, рассмотреть возможность участия, поскольку подана была заявка для участия в конкурсе, и спросить мнение жюри, будут ли они рассматривать этот фильм в конкурсе. Если члены жюри сочтут ваши аргументы, подобные вашим, более правильными, значит, они сами исключат этот фильм из конкурса. Тем не менее, здесь уже при представлении этой программы было сказано, что этот фильм снят, по-моему, 80% съемочной группы, актерский состав, фактически весь белорусский. Поэтому, да, с одной стороны, это своеобразный эксперимент, включить в программу национального конкурса эту картину. Не всегда эксперименты бывают удачными, но, возможно, это расширяет представление о нашей стране. Если у представителей Берлинской киношколы возникает интерес к нашей стране, то почему бы не сравнить те фильмы, которые представлены режиссерами белорусского происхождения, да, будем так говорить, тем, что является продуктом деятельности Берлинской киношколы. До конца ответить на ваш вопрос достаточно сложно. Я согласна с вами, что есть вопросы, и у нас они тоже были. Тем не менее, не могу с вами согласиться относительно того, что фильм, который снят человеком, имеющим паспорт гражданина Белоруссии, является однозначно белорусским, а кто-то, снявший фильм на белорусский сюжет, с использованием белорусских актеров и так далее и тому подобное, не является белорусским. Это спорный вопрос. Я добавлю еще, просто приведу такой пример классический. Эмиль Климов и картина «Иди смотри». Картина, которая, в общем, на самом деле, так и говорить в процентном соотношении, все-таки эта картина, и до сих пор она идет под грифом, во многом и сейчас, киностудия Мосфильм, Россия, российский режиссер. Тем не менее,
менее, мы все прекрасно знаем, что и тема, и душа, и суть этого фильма во многом отражает вот ту самую белорусскость. Я то же самое скажу как по этой картине Лотара Херцога. Она меня удивила, может быть, не столько своим какими-то там сверхмастерством и прочее, но именно своей аутентикой. Вы посмотрите, это вопрос, опять же, к зрителю адресованный, поэтому мы эту картину и предлагаем, что мы посмотрели и решили, мы являемся частью мира или мы все-таки какой-то такой анклав, который имеет свое абсолютно все, свой паспорт, через который мы не можем как бы перешагнуть. Да, это интересно в какой-то степени эксперимент, но что мне просто еще очень важно, хотелось бы подчеркнуть. Национальные конкурсы существуют в разных странах. Вот в Армении, допустим, существует огромное количество армян, которые живут там в Канаде, которые уже, в общем-то, давно этнически оторвались от своей почвы, никогда не были в Ереване. Тем не менее, в них что-то такое вот проявляется. Я понимаю, что Лотар Херцог не является белорусом по своим каким-то этническим происхождениям, но работая в компании, знаете, есть такое понятие коллективный дух. Вот этот коллективный дух сделал в какой-то степени, мне кажется, такую очень неожиданную штуку. Этот фильм вы не упрекнете в фальши а-ля Рюс, Беларус, где есть какая-то, знаете, развесистая клюква. Эта картина очень бережная, очень тонкая, очень деликатно подходящая ко всему, что связано с нашей именно действительностью и реальностью. Давайте как бы подискутируем, давайте посмотрим. Плюс ко всему, ментором этого проекта является одна из очень важных режиссеров современного кино европейского, Валеска Гризебах. И знаете, что мне еще как показалось? Вот мы говорим, вот наша кинематография, она не имеет во многом школы, у нас многие сами по себе существуют, вот снимают какие-то за копейки, то есть пытаются каким-то образом самовыразиться. Эта программа, в том числе включение этого фильма в этот именно контекст, показывает, что наш независимый лагерь кинематографистов, он во многом, в общем-то, уже вот подтягивается вот к этому европейскому именно уровню, о котором мы грезим, о котором мы мечтаем, но который, в общем-то, для нас всегда является экзотической все равно стороной. Для полемики я считаю, что это очень важно. Но картину и сами авторы, они считают ее все-таки совместным производством, поэтому мы, прежде чем, опять же, включить ее в программу, мы консультировались, в том числе и с Лотаром Херцогом и компанией, которая представляет эту картину. Белорусское участие, она всегда представлена. Беларусь, Германия, Беларусь. Поэтому это зависит от фестиваля. Вы откроете профессиональный справочник Синандо, где представлены все выходные данные. И Беларусь представлена именно в виде страны, которая принимает участие в производстве этого фильма. В каталогах каждый может использовать все, что хочет. Может писать одну страну, может писать 5 стран. В современном именно кино и фестивальном кино понятие национального вот такого продукта, Германия, Франция, Италия, либо используется как страна, откуда родом сам режиссер, и вот эти уже дополнения не используются, либо используются вот как, допустим, пунктуально все указываются: Франция, Германия, Катар и прочее, и прочее. Где берут деньги и где непосредственно источник. Опять же, то, что эта картина, опять же, имеет свое вот это белорусское происхождение, вы увидите. Опять же, я не согласен, один из авторов сценария не является немцем этого фильма. Или просто не пойму, мы за установление границ жестко. Понимание, что такое национальное, это вот такой вечный вопрос, вокруг которого можем очень долго ходить. Это как бы с нашей точки зрения, может быть, это такой как бы определенный шаг вот именно для того, чтобы разбудить в какой-то степени даже вот эту вот дискуссию, которая сейчас вот возникает. Чтобы каждый дал свою интерпретацию этого ответа. Но то, что это открытое поле, наша задача, опять же, сказать. Знаете, пару лет назад, когда национальный конкурс только-только рождался, и когда мы даже общались с белорусскими авторами, почему-то все время это звучало: национальный не хочу, хочу большой, хочу главный, хочу, чтобы вот мы участвовали наравне с этим. Мы хотим показать национальный конкурс, опять же, это не гетто, в которое загоняется определенная группа белорусских кинематографистов, которым, условно говоря, нету входа в другие ипостаси. Вот это открытость, это, знаете, такая очень живая субстанция. Эта живая субстанция говорит о том, что мы открыты всем, кто действительно честен по отношению к нашему пространству, к нашему, в какой-то степени готов войти в наше сознание и идентифицироваться с ним. Вне зависимости от того, американец, поляк, грек или еще. В прошлом году у нас была Мара Танкович с абсолютно польским фильмом. У нас была картина «Соломанка», которая тоже в какой-то степени говорит не о белорусах, а говорит о мексиканцах. Но, тем не менее, все равно вот так называемый какой-то внутренний код во всех этих картинах белорусских есть. И мы пытаемся к нему подобрать какие-то определенные ключи, подходя к этому с разных абсолютно сторон. Вот и все. Открытый для интерпретации. Абсолютно. Это свобода. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться, но это вот такая вот история.
Я просто была свидетелем однажды 2-часовой дискуссии относительно того, что такое национальная книга, и тоже не пришли к единому мнению, что это. Это книга, написанная гражданином Республики Беларусь, белорусом по национальности, на белорусском либо русском языке, в какой-то определенный период и так далее и тому подобное. Книга, написанная польским писателем, поляком по национальности на территории Беларуси, будет являться национальной книгой или нет. Поэтому это размытое понятие несколько, да, но в то же время мы говорим не о размытости, а о том, что вот эти четкие границы в искусстве в принципе не существуют. Поэтому пришли к такому решению, опять-таки подчеркну, что окончательное решение будет принимать жюри относительно того, будут они рассматривать ее как конкурсную картину, либо они ее вынесут за пределы конкурса. Идентичность. Однозначный ответ на вопрос Тараса так и не появился, но он открыл возможность для развития темы. Что такое национальное в кино? Где поставить границу между белорусским и небелорусским? Можно ли вообще ставить национальные границы в искусстве? И насколько правомерно тогда существование национального конкурса? Мы найдем достойного собеседника, который ответил бы нам на эти вопросы. На этой неделе. Продолжается перепись населения Республики Беларусь. Она проходит с 4 по 30 октября. Один из наиболее спорных моментов – язык. Еще до начала переписи ряд гражданских обществ и инициатив выступили с обращением выбрать родной язык белорусским, вне зависимости от того, какой человек считает родным на самом деле. Перепись населения организует Белстат. Там дают такое определение родного языка. Это язык, усвоенный первым в раннем детстве. То есть, фактически имеется в виду и язык, который люди используют повседневно. Очевидно, что Национальный статистический комитет пытается выяснить реальное положение дел. На сайте Белстата одна из задач так и звучит – удовлетворение потребностей общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации. Но есть и другое мнение. Социолог Оксана Шелест считает, что такая формулировка спорная, если принимать во внимание ситуацию двуязычия и повсеместное использование русского языка. С другой стороны, родной язык может быть для человека способом национальной и культурной самоидентификации. И это не зависит от того, на каком языке человек говорит и какой он усвоил в раннем детстве. Депутат Алена Анисим в беседе с немецким медиаагентством Deutsche Welle сказала, что Беларусь находится в ситуации, когда титульная нация оказалась лишена права на свой национальный язык. Это происходит в том числе из-за недостатка институциональной поддержки. Мало белорусскоязычных школ и детских садов. Но Анисим уверена, что ситуацию можно поменять волевым решением граждан. Выбрать белорусский в качестве родного. Тогда будет уделяться большее внимание языковой политике. В то же время основатель Тутбай Юрий Зисер считает, что нельзя искажать статистику. Врать нехорошо, какими бы благими целями это не оправдывалось, написал он на своей странице в Facebook. Очевидно, что речь идет о выборе между двумя реалиями. Тем, что есть, и тем, что должно быть. И это действительно волевое решение. Подробнее о белорусском языке поговорим с профессором, доктором филологических наук Анной Кулиш в нашей следующей передаче. С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность.